Всем привет, меня зовут Николай, я являюсь тренером по плаванию в бассейне «Орбита». И совместно с прокачкой БНК мы сегодня покажем для вас видео простых упражнений в домашних условиях, чтобы вы себя поддержали в тонусе, чтобы вы не разленились, не разморились. И начинаем всегда что? С разминки. Первая у нас разминка, вторая у нас будет основная часть и третья заключительная часть. И первое, с чего мы начинаем, с разминочной части, сверху вниз, с головы, талии и ног. Первое упражнение, самое простое, повороты головы. Вправо-влево, вперед-назад. Таких упражнений можно выполнить 5 повторений. Много не нужно. Следующее упражнение. Руки поднимаем вверх и одновременное вращение руками вперед. Таких вращений выполняем по 20-30 вперед и назад. Стараемся выполнять максимальную амплитуду движений, как можно выше поднимаем ручки. После этого сразу же переходим на вращательные вращения руками попеременно. Одну ручку вверх и попеременные вращения руками вперед. Также 20-30 повторений. И то же самое вращение руками назад, 20-30 повторений. Бывает, ошибку совершают маленькие дети. Они вращают не только руками. Они начинают мотать головой из стороны в сторону. Также у них все тело начинает шататься из стороны в сторону. Такого делать не нужно. Ровненько стоим и только ручки. Только ручки. Ручки прямые, как можно больше амплитуду. Дальше. То же самое упражнение, вращательное упражнение, только оно немножко сложно координационно. Не всех оно получается, но нужно пробовать, 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 тогда у вас получится. Две ручки вверх и начинаем с вращения руками правая вперед, а левая назад. Также 20-30 повторений. Стараемся ручки вверху соединять. И то же самое, левая вперед, правая назад. Дальше, после того, как мы с вами размяли шейный отдел, плечевой отдел, переходим на талию. Ножки пошире и выполняем наклоны. Самое важное, что колени сгибать не нужно, иначе упражнение становится неэффективным. Сначала тянемся к левой ноге, затем перед собой и потом к правой ножке. И затем снова возвращаемся, выполняем те же самые движения. Таких можно выполнить как 10 повторений, так и 20. Затем ножки соединяем вместе, пяточки вместе. И также выполняем наклончики. Тянемся пальчиками вниз. И самое важное, колени сгибать не нужно. Мы с вами должны растянуть заднюю поверхность бедра. И также тянемся, стараемся пальчиками тянуться вниз. После этого в этом же положении сзади ручкой замочек сцепляем. И также ручками выполняем наклон вперед. Также резких движений делать не нужно. Движения плавные, покачивающиеся. Также выполняем где-нибудь по 20-30 повторений. После этого мы в этом же положении выполняем то же самое, только наклоны руками в стороны. Важный момент, что головой мотать не нужно. Дети очень часто любят мотать головой, либо мы попою, талией начинаем вращать, а ручки ходят на месте. Такого делать не нужно, ручки должны наклоняться в стороны. Фух. После этого выпрямляемся, немножко отдыхаем, где-нибудь 20-30 секунд, и переходим на следующее упражнение. Можно сделать следующее. Поприседать. У нас в плавании очень важный момент, когда мы выполняем приседания, у нас ручки стрелочкой за головой. То есть необычные приседания, они выполняются проще. Мы напрягаем в этот момент статическое напряжение спины, ручки стрелочкой, и выполняем ровненькие приседания с прямой спиной. И важный момент, чтобы не было травмы колена в будущем, пятки должны находиться на полу. Если мы с вами приседаем на носках, центр тяжести смещается на колени, и в будущем у вас будет, скорее всего, болеть колени. Чтобы этого не было, пятки обязательно на полу, ручки стрелочкой и статическое напряжение спины. Приседаем столько раз, сколько сможете.
Вот. После этого мы берем либо коврик, либо что-то мягенькое, чтобы вам было не тяжело. Например, мы складываем пополам и еще раз пополам. Вот. И выполняем с вами в положении сидя на коленках. Сидя на коленках, ручки сзади, чтобы было удобней. И поднимаем колени в сторону груди. То есть покачивающее движение вверх. И задача, резких движений делать нельзя, чтобы не травмировать голеностоп. Потихоньку поднимаем колени вверх. Те, кто это упражнение раньше не делал, у кого-то будет сложно, кому-то будет сложно даже колени оторвать. Это упражнение делается постепенно, можно делать каждый день, и тем самым вы растянете голеностоп, чтобы у вас был подвижный, чтобы у вас был гибкий. Где-то выполняем в течение 3-5 минут, больше не нужно, потому что после 5 минут наступает болевое ощущение, и нужно прекратить упражнение. Так как я занимаюсь почти каждый день, я могу, в принципе, коснуться коленей, груди, но для начинающих так делать пока рано. В плавании это упражнение обязательное, потому что в плавании у нас очень важно иметь очень гибкие, развитые суставы. Если они будут у нас слаборазвиты, то мы будем больше энергии тратить на преодоление дистанции. Так, после этого упражнения мы переходим также, выполняем упражнение на полу, разворачиваем коврик и выполняем в течение 1-2 минут в упоре лежа прогиб спины. То есть опускаем таз до пола, поднимаем подбородок вверх и тянемся, расслабляемся. Прочувствовать, как растягивается передняя часть вашего тела, то есть мышцы пресса. Здесь можно немножко покачать плечи в стороны, также растянуть боковые части тела, боковые мышцы. Вот, все. На этом разминка, она длится примерно до 10 минут. Она простая, несложная. Как вы, наверное, уже заметили, я уже немножко запыхался. Это уже хороший результат. Так, далее мы переходим к основной части тренировки. Значит, тренировка простая, ничего сложного, 4 упражнения. 4 упражнения, будем с вами каждое упражнение выполнять по 10 раз. Много делать не будем. Значит, первое у нас будет отжимания от пола обычные, второе у нас будет пресс, третье упор присед, упор лежа и четвертое приседание ручки стрелочкой. Можно выполнить как 10, как 15, так и 20 серий. То есть 4 упражнения – это 1 серия. Между сериями мы будем с вами отдыхать всего-навсего минуту. Больше не нужно. Ну и меньше тоже не надо, иначе мы с вами запыхаемся. Итак, переходим к отжиманиям. Отжимания будут такие, как вам удобно делать. То есть можно делать в широком хвате, но я советую делать в узком хвате. В этом положении проще всего отталкивать себя от пола. Рядышком можно подложить также коврик, так как упражнения будут идти подряд. То есть первое у нас будет отжимание рядышком с ковриком. Значит, выполняем с вами 10 отжиманий от пола. Дальше переходим на пресс. Здесь можно, как удобно вам, либо ноги прямые, либо согнутые. Касаемся коленей. Дальше сразу переходим на упор присед, упор лежа. Важный момент, акцентирую, что дети очень много делают ошибок в этом упражнении. То есть начинают трясти попой, не передвигая ноги, руки сгибают, головой кивают и так далее. Как из названия упражнения, они должны выполнять 2 положения. То есть упор присед и упор лежа полноценный. То есть в этом положении упор лежа переходим на упор присед. Коленки подводим к груди и выполняем упор лежа. И можно сделать прогиб спины. Таких мы выполняем без остановки тоже 10 раз.
Так, дальше переходим сразу же на приседания. Ручки стрелочкой, спинку прямо и приседаем. Напоминаю, пятки от пола не отрываем. Все, 4 упражнения сделали, и получается минуту отдыхаем. Те, кто у нас люди взрослого поколения, скажем так, кому за 40, за 50, можно делать отдых 2 минуты, то есть побольше. Те, кто у нас помладше, отдых поменьше. После всех упражнений идет заключительная часть, то есть мы выполняем, скажем так, расслабляющие упражнения, потому что как бы мы перевозбуждены, чтобы это погасить, нужно расслабиться. Минуту либо 2 минуты и выполняем таких, как я уже говорил, 10, 15, 20 серий, в зависимости от того, сколько у вас есть времени и сил. Вот. После этого мы с вами переходим на заключительную часть тренировки, задача которой является уже расслабить организм, снять это возбуждающее ощущение после нагрузки. Значит, первое, что обычно мы делаем, это берем, это может быть как гимнастическая палка, либо скакалка, в данном случае это резина. И мы с вами выполняем выкрут рук, то есть упражнение у нас на растяжку плечевого сустава, то есть после того, как мы сделали с вами отжимания, после того, как руки были в статическом напряжении, их нужно растянуть и расслабить. Значит, берем с вами резину, берем на том уровне, который вам удобно. Кому-то удобно так, кому-то удобно пошире, и выполняем выкрут рук. Самое важное, чтобы у вас руки проходили одновременно, то есть не по одной руке, это делать не нужно, так делать неправильно, упражнение становится бесполезным. Руки прямые и выполняем выкрут рук. После того, как вы сделаете таких 100-150 раз, можно, так скажем, брать скакалочку, либо резинку все уже, 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 и со временем хват у вас может сократиться между руками. Также это упражнение резко делать нельзя. То есть движения простые, плавные. То есть вы должны получать удовольствие от упражнений. Сделаем еще поуже. Вот. После таких повторений мы переходим на расслабляющее упражнение. Оно было у нас уже в основной части, нет, не в основной части, оно у нас уже было в подготовительной части, то есть в разминке. Это, опять же, в упоре лежа мы с вами выполняем прогиб спины. И также где-то минуту-две мы с вами расслабляемся, тянемся подбородком вверх. Также можно делать повороты в стороны. После этого можно перевернуться на спину, лечь на спину и порастягивать поясничный отдел позвоночника. То есть сгибаем ножку и поворачиваем ее в сторону. Также выполняем примерно минуту, лежим, растягиваемся, расслабляемся. И затем другую ногу. Потом садимся и примерно выполняем то же самое. Ногу скрещиваем, ставим возле коленки, загибаем, то есть локоть ставим рядышком с коленкой и тянемся в противоположную сторону. Тоже резких движений делать не нужно. И также выполняем манипуляцию с другой стороны. После этих упражнений можно
это уже убрать, оно нам не понадобится. И выполнять обычные прыжки. Если есть скакалка, можно на скакалке. Если скакалки нет, то можно выполнить на месте. Обычные прыжки, расслабляющие. Можно выполнить 100, можно выполнить 150 раз, как вам удобно. Вот. В принципе, тренировка длится очень быстро, то есть разминка где-то у нас длится до 10 минут. Основная часть, в зависимости от того, сколько серий вы сделаете, может длиться как и 30 минут, так и 40, так и 50. И последняя часть, заключительная, она длится примерно 5-10 минут. То есть в общей сложности мы выполняем тренировку в течение часа. Вот. После этого ваш организм будет бодрствовать, вы будете себя чувствовать гораздо лучше, чем до тренировки, и ваши суставы, ваши мышцы будут стимулированы. На этом наша тренировка закончилась. Совместно с БНК, прокачка БНК, мы всем желаем не сидеть просто так дома, заниматься на дому физическими упражнениями, чтобы вы себя держали в хорошей физической форме. Спасибо.